Друзья, всем привет! Сегодня у нас на календаре 20 июля 10:37 и за бортом температура 25 градусов. Собирался с раннего утра, но так получилось, долго я собираюсь, тем более сейчас я вот в деревенском родительском доме живу один, семья уехала в райцентр, кто на работе, кто где. В общем, живут они там, а я здесь. У одного у меня все получается очень долго. Пока приготовить завтрак, пока тудым-сюдым. Все-таки работы много. Но я решил сегодня сделать себе выходной. А лучший отдых — это, конечно же, рыбалка. Хотел взять все по минимуму, потому что надолго не иду. Один максимум, если получится, 2 дня. Но опять же, набил целый рюкзак. Уложил снасти, взял 2 ведра. Аппаратуры немножко, и у меня опять получилось много и всего. Ладно, продуктов много не взял, значит долго не буду. Планирую до вечера. Если отъеду далеко, то значит с ночевкой. В общем, поехали. Хватит сидеть дома. День рождения мы отгуляли. Где-то здесь белый еще был, провожал меня. Вот он белый провожает. Сидел возле машины. Пока, белый. Скоро мы приедем. Надеюсь, с уловом. Так, друзья, время 2 часа дня. У нас пока ни одной рыбы. Не знаю, с какой стороны будет лучше слышно. Ветер дует. Камеру не включал. Сплавляюсь где-то около 2 километров, наверное, вот от нашей деревни. Раза 2 что-то хорошее попадало до лодки, и доходило, я не видел. И 2 небольших хорюска было поймано и отпущено обратно в речку. Река обмелела, поставил бомбарду, 2 мушки. До этого кидал на плесну. Я говорю, 2 схода было и все. Поехали. Ветер что хорошо, нету ни мошки, ни комаров. Немножко, правда, сносит к берегу, но ничего страшного. Немножко по дороге еще вода упала. Прям там возле дома в реке нашел железо. Цепь нашел. Здоровый кусок трубы толстой. Кусок железа, еще кусок, килограмм, наверное, 30 я перенес ближе к дому. Металл потихоньку собираем. Правда, металл сейчас упал в цене. Если в прошлый раз Иван Григорьевичем мы сдавали по 19, сейчас, когда я вот перед днем рождения у Романа 13, или когда мы ездили в Ухту, в Шрот, металл уже не по 19 рублей, а по 15. Дали около тонны, наверное. Считай, потеряли около 4000 рублей. Так что обратно уже не привез. Но пока я возить точно не буду. Пусть лучше полежит дома. И будем ждать, когда металл поднимется в цене. А то были только одни убытки у меня от той поездки. Дорога плохая, заживало колесо на прицепе. И 2 диска на машине погнуло. В общем, только одни убытки от этого металла. $15 000 тоже деньги. Так, друзья, не клевала, совсем перестала. Ничего я больше не поймал. Сплавился вот опять до нашего острова, где у нас утонула экшн-камера весной. И решил попытать еще счастья. Рыба не клюет все равно. А вода упала с того момента, когда я последний раз здесь искал. Ну а почему бы нет? Попробуем. Походим, поищем. Пусть без металлодетектора, ну а вдруг повезет. Бредовая затея, конечно, ну
прогуляемся, хоть так, по песочку. Посмотрим. На реке ветер, слышимость нулевая. Клев никакой, вообще ничего не ловится, так что пойдем прогуляемся по бережочку. Погнали. Так, вот мы на месте. Как мы видим, с прошлого раза вода упала. Если помните, вот тут было глубокое озеро. Я уже пожалел, что не взял с собой МДшку. Сейчас бы вот это днище, тогда я здесь не смог ничего просмотреть, так как метр воды где-то было. Сейчас вода упала, и можно было все прошерстить бы. Ну, не взяли, так не взяли. Если она лежит на поверхности, вон маленькие малечки тут плавают, то я ее обнаружу. Но если хотя бы замыло совсем немножечко, то, естественно, я ее не найду. Вода упала. Все, это минимальный уровень воды. Я так думаю, дальше она уже падать не должна. Все-таки уже скоро август. Темные ночи. Дожди пойдут. И она должна начать прибывать. Ну и грязюка вон. Лечебной грязи. Ничегошеньки не видать. Даже при всем отрицательном результате уже хорошо. Ни одного комара, ни одной мошки. Ходим, гуляем по берегу. Здорово. Это здорово. Работы дома, конечно, много. Вот решил сегодня сделать себе такой выходной. Так, пойду покопаюсь в той ямке, где сигнал тогда был. Место где-то, наверное, еще есть. Вон там яма. Кто-то из подписчиков мне сказал, для чего... Вот, в прошлый раз банку нашел. Для чего такие вот опешки в банке? Это сказали, чешую убирать у рыбы. И возможно они правы. Хотя тут, наверное, мало чего берешь. Она вообще ничего не убирает. Гладкое все. Может, прикормка какая была. Не знаю. Ладно, здесь мы искали уже. Вон там яма-то. Вон та. Это яма. Здесь мы нашли колун. Откапывали. А вон та яма, в которую в прошлый раз затекала вода. Так, вспомнил я то место, где я копал. Вот она вода. Вот то место. Это здесь. Тут что лежит? Тут лежит старая покрышка, что ли. Озеро так и осталось здесь. Здесь не камера точно, возможно, здесь груз. Не знаю. Попробуем покопать. Чем черт не шутит.
Так, походу без металлоискателя это бесполезная затея. Вырыл вот такой колодец руками. Ничего не нашел. Оставляем. Будет МД проверить, другое дело. Может тут и нет ничего. Все. Сейчас пройдусь вдоль берега по кустам, где что можно гляну, посмотрю. И хорош на этом. Пусть лежит где лежит. Так, короткое, друзья, включение. Поиски камеры, как и ожидалось, ни к чему не привели. Выехали опять на речку, поклевок нет. Вот подъехали к перекату, включился, думаю, а вдруг чем черт не шутит, ударит хариус. Здесь он, по идее, должен быть. Бесполезняк. Ни одного всплеска. О, один сейчас маленький, вот небольшой хариус плесканулся, и все. Проплыли перекат. Зацеплена блесна. Есть мушка чуть повыше. Бесполезно. Хариуса или нет, или он не хочет брать. Одно из двух. Вот такое вот хорошее место. Глубина, крупные камни и резкий спад. Как бы на таких местах обычно хариус любит держаться. Но. Типа порога вот здесь получается. Вон. Нет, так нет. Да ладно. Первый окунь, друзья. И того забагрил, получается. Вот такой вот окунидзе. Ну, сейчас посмотрим, сколько время. Это тихо. Сейчас мы тебя отпустим поплавать. Так. Белому уже не будет стыдно в глаза посмотреть. Первую рыбу мы поймали. Так. Что-то садок поломался. Так, сколько время? 16:24. Первая рыба. Ох ты! Продуктивность сегодня просто зашкаливает. Ну, начало есть, значит продолжение будет. Часа 3-4 у нас есть. Дружочек. Опа. Я думаю, кто там так ударил? Иди сюда, мой хороший. Ударил хорошо. А шел как не знаю кто. О. Заглотил полностью тройник. Язечек, дружочек. Вот и первый язь у нас. Я-то думал, куда это все язи подевались. Вон, оказывается. Поставил он такую блесенку, и она уже поймала двух окуней, и вон язя. Садок не порви только. Горячий финский парень. Так, у меня где-то 6 окуней, наверное. Вот один язь в улове.
Ветер вроде бы немножко стих. Слышимость будет получше. Решил все-таки включить камеру. Клев, я скажу вам, друзья, кислый сегодня. Что я только не ставил. Вроде поменяю блесну. Вроде поклевка, думаю, ну нормально, нашел. 10-15 раз закидываю, тишина. Потом резинка вроде какая-то сработает, думаю, ну вот она. Потом тоже тишина. В общем, меняй, не меняй. Видно, что окунь подходит, за блесной гонится, но не или дергает так, дернет, отпустит и все. Или не время, или что-то не то, или вода слишком теплая, то что упала. В такую жару тоже аппетит бывает не очень. Они варятся в этой воде. Но что-то им не то. Нет такого жора. Клюет еле-еле. Ну хоть что-то стало. Нет-нет, до поклевки. Днем вообще тишина была. Коту мы поймали, это точно. Да и себе, пожалуй, на жареху. Так что уже не зря мы выезжали сегодня. Позагорали немножко. Подышали свежим воздухом. Отлично. Так, с окунями и язями что-то договориться не получилось. Вот, поймал. Сколько тут? Штук 7, наверное, окуней. И один язь. Попробуем поехать на перекат. Может быть, получится хариуса поймать. Поехали. Вот он. Вот он. 2, что ли? Нет, 1. Вот и он, первый хариус. А я там, блин, окуней упрашиваю. Вот он, красавчик. Взял на синюю мушку. Вот он. Янцкадан. Вот. Все-таки чутье меня не подвело. Вот где ты, ешкин кот. Все-таки чутье меня не подвело. Не зря я напоследок решил побаловать хариуса. И вот он, удар. Долгожданный удар. Как я уже соскучился. Как я уже соскучился. Хариус, хариус, Янцкадан. Буквально раза 3 забросил налево. И в сторону фарватера. Вот там, какой фарватер, господи. Тут фарватер-то 1,5 метра от силы. Самое глубокое. Все-таки мы его поймали. Это очень хорошо. Я уже сколько? Месяц, грубо говоря, да. Последний раз месяц назад со Славиком вот мы поймали вот тогда вот 6 штук харюзов. Таких же хороших. И уже получается месяц не ловил целый. А так он не плещется, не видно даже что. Оп, что-то было. Вот, вот он, вот. Есть еще один здесь дружочек. Может попробовать удочку достать? Ну, овода
водоводов сейчас нету. Так, ладно, попробуем. Так вот. Пробуем так. Вот он. Вот он. Эпа. Иди сюда, мой сладкий сахар. Йенскадан. Все, сошел. Такой же кабанелла. Хорошие экземпляры. Ну вот. А я там, блин, окуней упрашиваю. А тут такие кабанчики. В принципе, взял сразу. Вот он плесканулся. Я целенаправленно закинул туда. И он сразу ударил. Так что вот как-то так вот мы ловили хариуса в детстве. Опа, вот он. Ух ты, мама. Есть третий кабан. Йенскадан. Фу. Друзья, просто счастлив, вы не представляете. Три штуки вон таких вот красавцев. Это здорово. Это прекрасно, я уже счастлив. Фу. Вот так вот. Продолжаем. Вот они рядом с лодкой, считай. Боялся схода, потому что одинарные крючки у меня нимфы тут стоят. Ну, пока пронесло Йенскадан. Все дошли до лодки, даже без сачка. Опа, вот еще один. Вот тебе и сход. Бля, вот тебе и накаркал. Там еще один есть. Вот и первый исход. Второй, даже можно сказать, два. Но этот промахнулся, зацепился немножко, так может быть еще возьмет. Дернул кто-то мне за язык. Без схода, блин. Все, оп, нет, вот он, иди сюда. Опа, вот и второй сход. Да ядрит кудрит, блядь, да кто меня заставлял за язык-то дергать, а? Без ходов, блядь. Два штуки сошло. Друзья. Есть харь, блин, не знаю, сачок, не сачок. Не готово ничего, блин. Вот так вот. Бля. Третий сход. Вот это называется сглазить. Даже Йенскадан не помогает. Вот это я сглазил. 3 штуки попало. Надо было молча просто сказать Йенскадан и все. А я никто не сошел. Начал еще и сносить потихоньку.
как будто их не было. Поднялся немного выше. Не знаю, отойдут они от шока, не отойдут. Бывает такое, Хариус, когда жор хороший у него, только он сошел вроде бы, бац, сразу берет. Ну это, если он хорошо укололся, можете не взять. Поставил вертушку, попробую покидать на вертушку, не знаю, что получится. Раз десяток закину сейчас. Так, друзья, показался один Хариус. Показал себя, был всплеск. Сейчас мы попробуем его поймать. О, есть, друзья, есть. Ладно, опа, сход. Обидный сход. 4-й сход уже. Пушкин кот. Все-таки нужны тройники, что не говори. С одинарного крючка. Часто сходит. 4-й сход подряд. Сейчас еще попробуем. Где-то здесь вот был всплеск. Хариус хороший, крупный, но сходит. Вот 3 штуки повезло, а потом черт дернул меня сказать. Что они не сходят. И один за одним сошло 4 штуки. Друзья, еще один себе показал. Вот здесь вот, возможно, клюнет, но не клюнул. Видать, тот, который сходил уже. Плесканулся, такой же хороший. Вот он, вот. Промазал, дружище. Рыбаки добавились, вон рыбачат на дорожку. Кстати, тоже вполне продуктивный способ ловли хариуса. Если кораблик трудно тянуть и много сходов, то дорожка, вот они на моторке катаются туда-сюда, облавливается большой участок. Если хариус берет, то можно хорошо наловить. Вот он. Вот Янска, да. 4-й. Все-таки взял. Этот еще крупнее его. О, красавцы такие. Янска, да, не устану говорить, Янска, да. Хариус крупный, хороший. Днем до этого вот прыгала мелюзга, вот 2 штуки поймал, отпустил. Сейчас красавцы. Но этот, видать, тот, который сходил уже, потому что сколько раз я проводил, не хотел. Потом все-таки не выдержал. Видать, перемелькалась мушка.
друзья, у нас еще один выявился хорюзок. Вот там вот один не крупный, сначала плесканулся, а потом такой добротный. Вот где-то вот здесь вот. Вот он. Видишь, два их. Двое одновременно взяли и оба промахнулись. Еще попробуем. Есть. Сход. Сход, друзья, сход. Обидный сход. Вот. Есть. Оп. Опять сход. Этот уже был покрупнее. Нужны тройники. С одинарных очень много сходов. Просто вот. Вот он здесь вот прямо плещется. Когда хорошо попадает, он сходит. Здорово! Рыба как рыба! Поклевка. Поклевка. Иди сюда, мой хороший. Вот Янс кадан. Еще один кабан. Фух. Сошел, но уже в лодке. Раз 20, наверное, провел по одному и тому же месту, где он показал себя один раз. Все-таки, наверное, надо менять мушки. Видать, одна мушка им приедается. Ну, взял, все-таки взял. Молодец. Красавцы, вот такие красавцы. Раз, да. Грамм по 700, наверное, 600 некоторые. Отлично, Янска. Не зря мы приехали на перекат. Значит, время хариуса подошло. А я уж думал, нет хариуса на Печоре. Есть он. Он просто куда-то прятался. Мелочь клюнула. Дрищ-пакет. Ты нам такой не нужен. Иди гуляй. Вот и мелочь появилась. Только что говорил, что мелкого нет. Ну, мелочь есть, значит и крупный будет. Вырастет. Что-то ударило. Сошло. Опять сход. Опять сход. Так, немного переехали. Тишина. Видать, то, что те укололись, больше не хотят брать. Ветерок стих. Теперь, в принципе, видно, где что плещется, где что не плещется. Так, как все хорошо началось, как все быстро и закончилось.
итоге один есть. 3, 4, 5, 6, 7 окуней. И вот самое главное. 2, 3, еще кабан нам. 4. Вот это красота. 5 чуть меньше. И где-то еще был. Вот он. И 6. Не зря выезжали. И коту, и туману. Всем достанется. А потрошка какие будут. Какая кашка получится. Так, клевать у нас полностью перестало. Было еще 2 поклевки мелкого хариуса. Еще 3 раза закину. И домой. На сегодня хватит. Ветер стих. Машка звереет. Пора валить домой. Мужики тоже, вот мушки таскают. Тоже особо, я бы не сказал, что клюет. Все. А вон, нет, Игорь клюнула. Тишина. Напоследок еще поклевка, не знаю, дойдет, не дойдет. Чуть-чуть не рассчитал. Я думал на последней мушке, он на первой оказался. Ну вот и 7. Чуть поменьше, но нормально пойдет. На первую мушку попал. Напоследок 7 штук. Моя любимая цифра. Ветер стих полностью. Ну вот, друзья мои, дома. И теперь самое приятное. Белый. А белый. Папа с рыбалки приехал. Папка приехал с рыбалки. Папка поймал сегодня рыбки вкусной. Это мне. О, этого кабана тоже мне. О, видали, какие клопы. Вот они долбят хариуса, грызут. Из-за этого он и лезет на перекаты. 3, 4. О, какие красавцы. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. О. Вообще шикарный улов, я считаю. Это здорово, Янскадан. Ну и вот еще язёк. Язь меньше хариуса тоже. Покороче точно. Так. Это. Ну и вот эти 2. Тоже сюда. Ну а вот это белый тебе, малыш, иди. Иди кушай. Приятного аппетита. Ну давай, кушай, кушай, кушай. Что, хариуса хочешь? Хариуса я тебе не дам.
Вкусняшка. Давно свежатинки не ели. Ну а мы сейчас все это почистим. И тоже, пожалуй, сделаем себе вкусняшечку на ужин. Время 9 часов ровно. Сегодня будет вот такой вот ужин. Это будет. Итак, основное дело мы сделали. Рыбу почистили. Рыбу заморозили все. Ну и оставили сегодня на ужин. Это вот 3 хариуса. Часть пойдет на зажарку. Пожарим. А серединку вот банку 0,7. Просто налил воды и чайную ложку соли. И так вот просто размешаем. Обычно пересыпаю солью, а тут в рассоле, маринаде, скажем так. Так она быстрее просолится. Это будет у нас малосолка. А это у нас будет зажарка. А жарить мы сегодня будем на деревенской сметане. Сюда тоже примерно, ложкой не умею, ладно. Так, лучше посыплю. Ложкой не чувствуешь, а щепоткой оно чувствуется. Вот так вот посолили, все. И перемешаем, вот так вот все перемешаем. Головы, хвосты и серединка. А тут хвостовая часть, шейная часть. Ну, то, что быстрее просолится. А это у нас пойдет на дожарку. С 3 харюзов у нас будет просто вкуснейший ужин на всю семью. Это я по-любому все не съем. Ну, завтра Рома хочет приехать туда-обратно, отвезти родственников. Ну, если что, заглянет домой, покушаем вместе. По-любому останется еще. Так, поехали. Вот, это у нас деревенская сметана. Где-то грамм 100, наверное, получается. Сейчас мы подождем, пока она нагреется. И потом вот эту рыбку, лишь бы влезла, закинем сюда. И она у нас будет томиться, скажем так, на самом-самом медленном огне. Это типа как в русской печке, крышкой накрою. И самое вкусное это будет макать. Вот возьму хлебушек и вот то, что получится, макать. Это вот такая вот вкусняшка должна получиться. Это на малосолочку. В общем, сегодня у нас рыбный день. Харюзово-рыбный день. Вот такая вот вкусняшка у нас делается. Деревенская сметана закипела. Положил туда подсоленного хариуса кусочками. 3 головы, 3 хвоста и несколько кусочков середины здесь. Остальное подсолил. Минут на 10 закрываем крышечкой и ждем. Убираем на троечку и пусть оно потихонечку здесь томится. Скоро будет вот так. Все. Почти готово. Все, закрываем. Убираем на двоечку. И пусть еще потомится минут буквально 5. И будет готово. Вот и практически все готово. Рыбное блюдо в студию. Вот, друзья. Получилась вот такая вот вкусняшка. Сметана выпарилась и получилось как масло вот желтое, видите, да? И это с рыбной юшкой получается, ну, с рыбным бульоном, как получается.
Получилась вот такая вкусняха. Вот с покупной сметаны, да? С покупной. Так не получится. Вот с деревенской сметаны, которая из натурального молока, получается вот именно так. Кладешь сметану, а получается масло. А сейчас мы будем пробовать. Я, друзья, специально не стал готовить гарнир. Можно было пожарить картошку, конечно, что подошло бы в самый раз, но время уже позднее. Вставать завтра рано. Я вот сейчас вот поужинаю вот таким вот вкусным ужином. И мне больше ничего не надо будет. Рыба просольная, рыба жареная. Вот был бы еще деревенский хлеб, вообще бы цены не было. Но, к сожалению, наша пекарня уже давно не работает. И приходится брать в магазине покупной хлеб. Ну, а за такой ужин без рыбацкого, ну, я так думаю, никак. Со дня рождения уже маковой росинки во рту не было. Но сегодня не грех. Сегодня день получился вообще спонтанный. Поехал на речку просто отдохнуть. Просто позагорать, потому что лето у нас подходит к концу. Остались последние погожие денечки. И как бы жалко, если они пропадут. Хочется поймать больше солнца, набраться тепла. Зимы у нас длинные. А получилось вон. Я, если честно, сам того не ожидал. Ну, думаю, белому пару окошков поймаю, и то хорошо. Прогулялись, позагорали. Единственное, только что не искупался. Ну, побродил. Побродил. Нормально все. Теперь вот так вот. Самое вкусное. Вот это вот бульончик, что получился. У меня же пока это все, конечно, горячее. Я специально не стал перекладывать тарелку, чтобы не нарушать красоты этой. Ну что, вот такой вот рыбный день, вот такой вот рыбный стол. Еще говорят, куда ты столько рыбы деваешь? Да едим мы рыбу, каждый день едим. Как можно не есть вот такую вкусняшку? Будьте здоровы, живите богато. А богатство это оно рядом. Это то, что мы видим каждый день. Богатство не в деньгах. Это как в брате, да? В чем счастье? А, нет, в чем сила, брат? В деньгах? Нет, не в деньгах. Сила. Сила в правде. И наше богатство это то, что мы вот поймали. Вот это богатство, это богатство. Вот это богатство. Будем. Даже не знаю, с чего начать. Кстати, вчера писал магазин GoPro-шек, сообщение оставил. Я же не знаю, говорил, не говорил. В общем, на подарочные деньги, что мне подарили друзья, родственники на день рождения, кое-что собралось, кое-что подарили друзья на канале. Почти половина стоимости моей экшн камеры. Но кое-что добавлю с денег, которые дает YouTube за рекламу. Тоже, опять же, благодаря вам, благодаря просмотрам, вашим просмотрам рекламы, благодаря вашим комментариям. Вот то, что YouTube заработал, я это все не трачу никуда, это все откладываю. Вот немножко собралась сумма. Ну и останется немножко добавить. С пенсии добавим.
вот как только появится в продаже экшн камера, что-то с Алиэкспресса страшновато заказывать. Все-таки решил я действительно заказать в том же магазине, где я заказывал свою первую камеру, которая утонула. В общем, на неделе сказали, они должны появиться в продаже. Есть был вариант брать 8-ю модель, но я вчера в течение, наверное, 2 часов взвешивал все за и против. Да, она на 7000 получается дешевле, но, во-первых, там меньше емкость аккумулятора, что немаловажно. Как бы чуть больше корпус, я так думаю, больше аккумулятор, больше корпус. Зимой, мне кажется, это будет работать лучше. Посмотрим. Посмотрим. Почитал все отзывы, которые есть на сайте. Камера неплохая должна получиться. Так что скоро мы будем, дай бог, все нормально получится. Скоро будем снимать на новую камеру. Ну а теперь приступаем. Нет. Уже вкусно. Так, нельзя. Стопэ, друзья. Я опять забыл всего. Вам-то, друзья, не налил. Виноват. Не надо меня ругать, я вспомнил. Все. Больше так не буду. Это вам. Так, вот так вот. Это нам. Ну что, друзья, приступаем. Рыбка жареная, рыбка малосольная, хлебушек свежий, рыбацкий напиток. Вот это ужин. Будем здоровы. Главное в жизни здоровье. Остальное все будет. Что вы мне желали в сообщениях, в пожеланиях со своей стороны. Я также желаю вам, чтобы у вас было главное здоровье, счастье и все хорошо. Будем здоровы. Че белый? Рыбки надо. Белый съел уже 2 окуней. Потрошка ухарился. Печенку, все такое. Жирок. Отказался. А теперь вот слышит запах жареной рыбы. И вот так вот опять просит. Ну, вот как вот с ними, а? Как вот с ними не ходить на рыбалку? Им каждый день нужна рыба. В принципе, так же, как и мне. Когда просаливаешь рыбу вот таким вот образом, разрезаешь на кусочки, и в маринаде получается, ну, рассол по-нашему, то буквально хватает 5 минут, рыба вся просаливается, вот когда нарезаешь. Когда не нарезаешь, вот целиком вот мы делаем вот малосолку, ребрышки просаливаются, а мякоть рыбы, где вот здесь спина толстая, соли не хватает. А так вот все четко, все нормально. Бело. Не наглей. Вот так вот всегда вот. Самое, конечно, вкусное это вот эта юшка.
Во! Вот это блюдо. Ну, на этом будем закругляться. Я сейчас вкусненько покушаю, завтра утром рано встану. Если ветра не будет, попробую посмотреть налима на реке. Если будет ветер, буду заниматься домашними делами, по хозяйству, делов много. Ну а вечерком, возможно, съезжу еще. Мне понравилось. В принципе, не так тоже и долго было. Я много времени потерял на окуня, пока тудым-сюдым хорюсков-то мы наловили нормально. Начало вообще красава было. Бац-бац, точку бац-бац мимо. Нормально. Харюс начал клевать, это радует. Сейчас пока не будут дожди, пока не будет дождей, пока не пойдет вода на прибыль, я так думаю, мы хорюсков еще половим. На этом будем закругляться. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До встречи на канале Коми Рыбак. А я думаю, она будет скоро. Скоро у нас еще, скажу вам, намечаются совместные рыбалки, встреча каналов. Канал 1, канал 2, канал 3. Какие пока говорить не буду. Еще хотел мой коллега приехать в гости. Так что порыбачим. Правда, и сенокос уже на носу. Завтра трактор едет косить. Будем сенокосить. Ну, рыбачить тоже будем. Так что жизнь кипит в деревне, особенно летом. Всем пока. До встречи на канале Коми Рыбак.